Геннадию Афанасьеву запретили свидание с родными, а Александра Кольченко поместили в ШИЗО. Об этом рассказали их матеря. Они приехали в Киев, чтобы подписать официальный запрос в Россию с требованием направить политзаключенных отбывать наказание на родину. Запрос подготовило Министерство юстиции и Министерство иностранных дел Украины. С родными Кольченко и Афанасьева встретились наши журналисты. Они готовы на все, чтобы освободить своих детей. Матери Александра Кольченко и Геннадия Афанасьева не оставляют надежды на то, что их сыновья вернутся в Украину. Пишет, что пишет, держится. Конечно, тяжело это все. Тяжело сидеть в одиночке. Говорит, тут можно либо книги начать писать, либо с ума сойти. Ну, надеяться, конечно, что не придется так долго сидеть, что все закончится хорошо. Сейчас у Ольги с сыном связи нет. Нет связи, он сейчас находится, его перевели из колонии 25-й в другую колонию, он находится в помещениях камерного типа, нас лишили передач свиданий, он сидит в одиночной камере, в общем, все очень жестко. 9 марта Сыктывкарский суд удовлетворил просьбу Геннадия Афанасьева изменить ему место отбывания наказания поближе к Крыму. Такое решение мама Геннадия называет чудом, однако не уверена, что российская власть его выполнит. Насколько будет вероятно, что его переведут поближе к дому, прогнозов пока нет никаких, потому что, скорее всего, прокуроры подадут апелляцию, и неизвестно, как пройдет апелляционный суд. Но в Крыму он, конечно, не хочет перевода в Крым, и я думаю, что это вообще невозможно. Я думаю, что вообще Российская Федерация что-нибудь придумает, что никуда не переводить. С Ольгой Афанасьевой в Киев приехала и мать Александра Кольченко, Лариса. Женщина рассказывает, ее сына доставили в место отбывания наказания в Копейск Челябинской области и сразу отправили в штрафной изолятор. С первого дня он попал в ШИЗО. Это штрафной изолятор. Как бы он попал туда, ничего еще не успев совершить. Но он сказал, что поздоровался не по уставу. За это был так наказан. И насколько это его пребывание там затянется, неизвестно. Мать в последний раз видела Александра полгода назад на суде в Ростовской области. Общались через стекло по телефону. Сейчас ждет разрешения на свидание. Пока посредством писем мы поддерживаем связь, а там я собираюсь к нему поехать в колонию, если дадут свидание. Саша никогда не жалуется. Вот в последнем письме он просто сказал, что простыл в дороге, а так состояние здоровья как бы нормально. Но он в Ростове, я его видела последний раз, он очень похудел. Женщины надеются, что Украина не бросит их сыновей на произвол. Как нам сказали, что подготовлен пакет документов по передаче наших ребят в Украину для отбывания срока. Но мы очень на это надеемся и верим, что Украина не бросит своих ребят в беде и поможет им их возвращению домой. Простых украинцев Ольга и Лариса благодарят за поддержку своих детей, за письма и открытки. Говорят, для ребят это серьезная психологическая поддержка. Просят писать им и дальше. Усть-Вымский район, город Микунь, исполнительная колония 31. Письма можно вкладывать чистые открытки, чистые листочки, чтобы он мог отвечать. Из Украины не нужно вкладывать марки, потому что они там не пригодятся, марки мы передаем. Он передает всем приветы, всем в Крыму, в Украине и благодарит за поддержку и за письма. Наталья Калинка, Эльдар Исматов, Заман, АТР.